Главные события уходящего вторника, 11 марта, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Коротко о темах. В марте в Якутии стартуют противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда. Работы будут проводиться на затороопасных участках рек. Республика прощается с видным государственным деятелем Зоей Корниловой. Одна из известнейших и авторитетных женщин региона, заслуженный политик и общественный деятель, ушла из жизни 4 марта. Более 50 лет работы в одной книге в Якутске провели презентацию переиздания словаря русских старожильческих говоров. Мусустар пройдет в Якутии в юбилейный 5-й раз. Традиционное мероприятие соберет более 25 тысяч участников со всех районов республики. Весна не повод сидеть дома. Талое озеро в столице республики превратилось в настоящий центр активного отдыха. Наши корреспонденты расскажут подробности. В марте в Якутии стартуют противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда. Работы будут проводиться на затороопасных участках рек. Особое внимание уделят рекам Алдан, Амга, Нюя и Токо, где в 9 районах республики также планируется провести работы по зачернению льда на общей площади в 213 гектаров. Глава Якутии Айсан Николаев посетил филиал Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». В ходе визита он ознакомился с деятельностью центра, его материально-технической базой и результатами работы. На сегодня в филиале Центра «Воин» обучение успешно завершили 1703 курсанта, что превышает запланированные показатели. Это свидетельствует о высоком интересе молодежи к программам центра и востребованности получаемых знаний и навыков. В республике трудоустроят не менее 3000 участников специальной военной операции. Прием граждан осуществляется на местах развернутых единых центров. Также в пунктах отбора подробно разъяснят о социальных льготах и гарантиях военнослужащих по контракту. При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, документ об образовании, военный билет, свидетельство о заключении брака и рождении детей. Благоустройство городской среды – одна из приоритетных задач муниципалитетов. Комфортные условия продолжают создаваться для нерюнгринцев. И главное, чтобы сами жители внимательно и бережно относились к городскому имуществу. Подробности в следующем дайджесте. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Екатерина Павлова. Здравствуйте. Проект «Пора гулять» реализуется Управлением социальной защиты населения Нерюнгринского района с прошлого года. И за это время немало нерюнгринцев, нуждающихся в поддержке, смогли получить такую помощь. Они чувствуют подъем, настроение улучшается у них. И говорят огромное спасибо всем тем, кто принимает в этом участие, потому что они знакомятся с совершенно посторонними людьми. А если, например, внуки далеко у бабулечки, она выходит на улицу и с ней гуляет студентка. Естественно, она очень рада видеть ее. Очень масса приятных впечатлений от этого. На помощь социального работника имеют право пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также одинокие граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Социальные работники управления соцзащиты, волонтеры сопровождают нуждающихся в помощи людей в магазины, аптеки, больницы и социально-досуговые учреждения. Я бы одна не вышла на улицу, потому что я одна живу. Сын иногда на вахту приезжает, но он до 11 на работе. Поэтому с утра. То мне. Вот мы приходим, мы с ней гуляем. Дай Бог ей здоровья. Хорошая девочка очень. Я так люблю этих девочек своих, которые меня обихаживают, будем говорить. Как только дай заявку, туда-сюда уже открывайте дверь. Молодец. На рынок, в магазин, в аптеку. Незаменимый работник. Несмотря на то, что на улице месяц март, для Нерюнгри это лишь календарная весна. На улице все так же холодно, дуют ветра, по утрам морозы. И теплые остановки – практичное решение. В просторном помещении установлены скамейки для пассажиров. В рамках реализации программы «Защищенный город» на остановке установлены видеокамеры. К следующему зимнему сезону сеть теплых автобусных остановок будет расширена. Благоустройство городской среды – одна из приоритетных задач муниципалитетов. Комфортные условия продолжают создаваться для нерюнгринцев. И главное, чтобы сами жители внимательно и бережно относились к городскому имуществу.
В Нерюнгри также продолжается оперативная работа по очистке снега на улицах города. Для повышения безопасности дорожного движения специализированная техника выезжает на городские улицы ежедневно. В работах задействована как собственная техника, так и мощности подрядных организаций. В целях безопасности дорожного движения в Нерюнгрийской городской администрации заключены муниципальные контракты по зимнему содержанию автомобильных дорог. Ежедневно ведутся работы по механизированной снегоочистке автомобильных дорог с вывозом снега. На сегодняшний день с городских улиц вывезено более 200 кубов снега. На содержание улично-дорожной сети привлекается более 10 единиц дорожной техники. Также городскими властями уделяется большое внимание по уборке снега на внутриквартальных проездах и дворовых территориях. На проблемных участках автомобильных дорог продолжается отсыпка противогололедным материалом, а уборка снега с дворовых территорий ведется не только планово, но и по заявкам управляющих компаний. На этой неделе мы узнаем об этапе ремонтных работ Нерюнгринской центральной районной больницы, поговорим о создании дирекции парков в Нерюнгри и других новостях. Об этом мы расскажем в наших выпусках на канале Якутия-24. В Якутске простились с одной из известнейших и авторитетных женщин Якутии, почетным гражданином республики, государственным деятелем Зоей Корниловой. Панихиду посетил глава региона Айсан Николаев, ее родственники, друзья, земляки и коллеги. С подробностями Даяна Федорова. Зоя Афанасьевна Корнилова. Выдающаяся личность, чья жизнь и деятельность оставили заметный след в истории. Она родилась в маленьком селе, но добилась больших результатов. Зоя Афанасьевна стала одной из первых женщин-политиков в России. Весь ее не из легких жизненный, трудовой, политический путь служит примером подлинного патриотизма. Не бывает идеально все прямо гладко, а вот именно надо смотреть, интересно жить, когда у тебя возникают какие-то проблемы. Что-то надо преодолеть, что-то надо сделать, которое не сделано, а результат он будет помогать. Она известна своими достижениями в социально-экономическом развитии республики. Ее работы отличались оригинальностью и глубиной, что позволило ей завоевать признание как среди коллег, так и среди широкой аудитории. Зоя Афанасьевна, она настояла на кандидатуре Михаила Ефимовича. Мы не ошиблись. Это был вклад Зои Афанасьевны в историю собственного народа. Помимо профессиональной деятельности, Зоя Афанасьевна активно участвовала в общественной жизни. Она стала примером для многих, демонстрируя, как важно стремиться к улучшению мира вокруг. Она оправдала доверие своих земляков, душой болела за каждого якутянина, за жителя. И к ней всегда можно было обратиться. Мы, несмотря на то, что вот получается, то, что должность такую занимает, она была всегда открыта. Зоя Афанасьевна совмещала депутатскую деятельность с работой постоянного представителя Якутии в Москве, став первой и единственной женщиной, занимавшей этот пост в новейшей истории республики. Она же была выдающимся человеком. Да, и сегодня было отмечено, что те труды, те работы, те выступления, которые были в том числе на палате Государственной Думы, да, они лежат в архиве. Зоя Афанасьевна Корнилова оставила глубокий след в политической истории страны. Мы обязательно подпишем указ об увековечении выдающейся дочери нашего народа Зои Афанасьевны Корниловой. Я уверен, что память о ней обязательно будет жить в будущих поколениях. И самое главное, делая жизнь нашей Якутии лучше. Ее яркие таланты и неутомимая энергия навсегда оставили след. Эта утрата невосполнима для всей российской общественности. Даяна Федорова, Илья Сремятников, Григорий Хлопков, Якутск. К другим темам правительство утвердило правила работы механизма, исключающего возможность продажи фальсифицированных или просроченных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина страны. Предполагается, что до 1 июня наладят взаимодействие системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая отслеживает ввод лекарств в оборот и их вывод из оборота, с кассовыми аппаратами фармацевтических организаций.
Якутии за неделю зарегистрировали около 8 тысяч новых случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. В школах и детских садах частично закрыты классы и группы в связи с распространением заболеваемости. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в регионе циркулируют вирусы гриппозной 68,8% и негриппозной этиологии 28,3% соответственно, а также коронавирусы, вызывающие COVID-19 3,2%. Более 50 лет работы в одной книге в Якутске провели презентацию переиздания словаря русских старожильческих говоров на территории Якутии за авторством Марии Дружининой. Все подробности у Тимура Колмогорова. Работа по созданию огромного словаря русских старожильческих говоров активно началась в 1958 году. Работу возглавили Николай Самсонов, Галина Попова и Мария Дружинина. Тогда было положено начало регулярным диалектическим экспедициям силами преподавателей и студентов Якутского государственного университета. Изучению подверглись 9 районов Якутии, где проживало старожильческое население. Я вот сама тоже была в этих экспедициях 3 раза, да, будучи студенткой. И нашими руководителями как раз вот, когда я была, были Николай Георгиевич Самсонов и Мария Федоровна Дружинина. И они, конечно же, это люди целеустремленные, это люди, которые с большим уважением относятся к другим людям. Мы, конечно же, учились у них, как нужно работать. Они нас приобщали к научному труду. За все время было собрано, обработано и отправлено в общую картотеку старожильческого говора филологического факультета СВФУ порядка 30 тысяч слов. Из них 10 тысяч вошли в словарь, который издавался начиная с 1997 до 2007 года. Словарь был подготовлен Марией Федоровной еще в 90-х годах. Было первое издание словаря до 2007 года. Оно издавалось, но, к сожалению, вот уже стало библиографической редкостью. Поэтому было необходимо переиздание. И вот в 2023 году мы по государственной программе сохранения языков и культур, да, мы смогли, значит, подать заявку и выиграли, нас финансировали, да, и в результате вот это переиздание увидело свет в 2024 году. В переиздание вошли все 4 ранее выпускаемых тома. На данный момент было напечатано около 300 экземпляров словаря. Этот словарь – уникальное издание. Этот словарь вводит широкий научный оборот. Наше достояние, уникальный говор, с одной стороны. С другой стороны, этот словарь сохраняет языковую картину мира. Языковую картину мира, получается, 300-летней давности нашего старожильческого русского населения. То есть этот словарь, он еще свое слово в науке скажет. В дальнейшем экземпляры словаря будут направлены в библиотеки по всей республике для свободного ознакомления и дальнейшего изучения современных проблем языковой ситуации. Тимур Колмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск. Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о возможности выпускников колледжей не сдавать ЕГЭ при поступлении в ВУЗ, только если они продолжают обучение по своему профилю. Сейчас выпускники колледжей имеют возможность поступать в вузы, сдавая внутренние экзамены вне зависимости от полученной профессии в рамках среднего профобразования. Поэтому, по сути, цитата, мера направлена на повышение качества подготовки абитуриентов и их более осознанный выбор, поясняют авторы инициативы. Финал ежегодного республиканского конкурса «Будущий дипломат» стартовал в Якутске. По традиции на то, чтобы продемонстрировать все свои знания и умения, у юных дипломатов есть 2 дня. В этом году за звание лучшего поборются 55 конкурсантов младшей и старшей лиги. Продолжит тему моя коллега Сыргалана Неустроева. Вот уже 19 лет будущий дипломат проходит без изменений в одном и том же формате. Впрочем, изменений и не нужно. Это один из самых престижных конкурсов Якутии, который без преувеличения формирует молодую интеллектуальную элиту региона. И наша школа выпустила 5 абсолютных победителей этого конкурса. Вот. Я уже не говорю про победителей городских этапов. И так или иначе их судьбы сложились на ниве дипломатии. Вот, они успешно закончили, работают уже в сферах, связанных с международной дипломатией.
Перед своими участниками конкурс открывает двери в самые лучшие вузы страны. Хотя бы потому, что их конкурентами становятся такие же амбициозные и одаренные ребята. Силу своих соперников, как настоящий дипломат, по достоинству оценил один из конкурсантов Александр Васильев. Он отмечает, первое место на отборочном этапе он занял с легкостью, хоть и неожиданно для себя. Я понимал, что я могу занять первое место, но я желал второго места, ибо дипломатия меня на самом деле не так сильно интересует, как история. Я планирую поступить в Московский государственный университет на исторический факультет. История и дипломатия меня интересовали всю жизнь. Когда говорят дипломаты, пушки молчат. Справедливость этого расхожего выражения подтверждает и самый яркий этап конкурса – дебаты. Именно здесь ребята во всей красе демонстрируют свои способности. В частности, умение анализировать информацию, преподносить ее и держать себя в руках. У нас по 4 участника в команде, а как многие знают, во всемирном школьном формате 3 участника. И аналитиком у нас выступает именно отдельный спикер. Это сделано в силу того, что мы считаем, что каждый человек должен выполнять свою роль и получить свои заслуженные баллы. То есть отдельная роль у человека и отдельный профиль по жизни. В рамках еще одного испытания конкурсанты покажут и свои способности к иностранным языкам. На английском ребята должны будут ответить на вопросы экспертной комиссии и презентовать себя. Лучшего дипломата объявят уже 12 марта. Саргалана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. С чего начинается Родина? Для каждого эти слова несут свой смысл. Впрочем, помнить стоит не только о том, в какой стране живешь, но и о своей малой родине. Один из ярких примеров патриотизма и любви к родному краю краевед Варвара Кириллина. В музее Ярославского открылась выставка, посвященная памяти почетного жителя Верхояния. Все подробности у моей коллеги Надежды Саханской. Музей «Полюс холода» был открыт в 90-м году в городе Верхоянске, который находится за полярным кругом. А все экспонаты музея – это результат многочисленных экспедиций по 16 маршрутам района, организованными в то время учителями-энтузиастами Христофором Слепцовым и Варварой Кириллиной. Вначале, работая учителем в Верхоянской средней школе, Варвара Захаровна Кириллина в период 1977 года организовала экспедиции туристско-комплексные со Слепцовым Христофором Егоровичем. Христофор Егорович организовывал палеонтологические экспедиции. Мало-помалу экспедиции начали приносить свои плоды. Музей «Полюс холода» стал обладателем гранта фонда Сороса международной музейной выставки в Германии в городе Штутгарте в 2000 году. Слава о ратных победах на профессиональном поприще далеко перешагнула за границы родного Верхоянья и тем более республики. Сейчас, благодаря Варваре Захаровне, у нас в музее сейчас хранится около 15 тысяч музейных экспонатов. Это благодаря только этим экспедициям Варвары Захаровны. 75 лет она отметила в экспедиции на коне, верхом на коне. Варвара Кириллина без преувеличения человек-легенда и одна из ключевых личностей в краеведении нашей республики. В этом стенде представлены справедливо заслуженные награды и документы Варвары Захаровны Кириллиной, потому что без преувеличения человек сделал огромный вклад в социально-экономическое развитие региона, не говоря уже о материально-духовном наследии. Впрочем, понятно, что не боги горшки обжигают, и надо отметить, что Варвара Захаровна Кириллина по образованию была учителем биологии, и вот это знание она несла в себе всю жизнь. Вот, например, есть один из интересных фактов ее биографии. Она изучала лекарственные растения Верхояния, и о них потом создала целый сборник. Ну а тем, кто трудился с ней вместе, она собирала пакетики с травами, отправляла и, в общем-то, ставила свою фирменную марку от Захаровны. Учитель с большой буквы, таксидермист, заботливая мать и бабушка, умелый руководитель. Кажется, нет дела, которое бы она не освоила. Она обладала неутомимой энергией и вселяла уверенность и оптимизм в любых трудовых начинаниях. Ее деятельность мы сегодня очень ценим. Она приобщила меня, допустим, к природе, к любви к природе, экологии. Поэтому она, как учитель биологии, очень много занималась по растениеводству. Сегодня я очень выражаю признательность и свою благодарность именно организаторам
таких мероприятий. Величие масштаба личности Варвары Захаровны сложно переоценить. Ее личный вклад в деле народного образования и развития музейного дела огромен. Имя Варвары Захаровны Кириллиной навечно вписано золотыми буквами в историю верхояния. Ну а выставка, посвященная памяти легендарного краеведа, будет работать до 30 марта в музее имени Ярославского. Надежда Саханская, Виктор Дичковский, Якутск. Мусустар пройдет в Якутии в юбилейный 5-й раз. Традиционное мероприятие соберет более 25 тысяч участников со всех районов республики. Из них в финале, который пройдет в Якутске, ожидается свыше 2500. Юные участники смогут показать свои таланты по 24 различным конкурсам. От классических музыкальных и танцевальных до архитектурных, спортивных и кулинарных соревнований. На финальных треках выявят победителей в специальных номинациях среди районных команд. Им присвоят звание «Лучший молодежный район республики» и «Лучший молодежный район среди арктических районов республики». В этом году, конечно же, у нас большой акцент делается на празднование 80-летия Победы в нашей стране. В целом будет большое внимание уделено патриотической повестке. А 22 марта всех зрителей ждет большое финальное шоу в Центре спортивной подготовки «Триумф», в котором, я думаю, что мы не уроним ту планку, которая задана предыдущими фестивалями. В Благовещенске в 2026 году завершится строительство единственной в мире трансграничной канатной дороги. Этот уникальный проект соединит два государства – Россию и Китай, связывая Благовещенск и Хэйхэ. Все подробности в материале Лианы Михайловой. Разработка канатной дороги ведется уже 10 лет и осуществляется в рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Строительство представляет собой сложную задачу, так как проходит через границы двух стран. Но его основная цель – это обеспечить комфортную транспортировку людей и развить туристическую инфраструктуру. Ожидается, что дорога будет в состоянии перевозить до 2,5 миллионов человек в год. Самое главное, это будет очень интересное само по себе перемещение, очень комфортное. И, соответственно, это позволит людям, которые пересекают границу, быть не просто пассажирами, но и туристами, то есть любоваться прекрасным нашим видом двух городов, Благовещенска и Хэйхэ, потому что они уникально расположены на расстоянии всего 700 метров. Рассчитываем, что этот объект, поскольку он сейчас в активной фазе стройки, уже в таком процессе интенсивном, рассчитываем, что объект появится уже и запустится в начале 2026 года. Ключевые технические параметры канатной дороги – это две независимые линии с двумя кабинами вместительностью до 110 человек. Пропускная способность будет достигать до 1780 человек в час в каждом направлении. Время в пути будет занимать 3 минуты. На российской стороне в настоящее время возводится четырехуровневое здание площадью 26 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся торговые площади, фуд-холлы, зоны отдыха и залы пункта пропуска через границу. После завершения строительства жители и гости города будут иметь возможность выбрать комфортный им способ перемещения. Я думаю, что в разные моменты у людей есть разные запросы. Кому-то комфортнее пересечь границу, используя теплоход. Это тоже прекрасный вид сообщения. Он позволяет тоже себя комфортно чувствовать. Там 15 минут по реке ты прогулочным таким образом пересекаешь. Кому-то захочется впечатления яркого и при этом быстрого, потому что канатная дорога – это как раз про яркий момент такой, да, обзор окрестностей сразу двух государств, но при этом очень быстрый, потому что всего там пару-тройку минут, как нас заверяют, будет в само перемещение идти. Как отметила министр, традиционным способом перевозки всегда был речной транспорт. Однако зимой туристы сталкиваются с сезонным ограничением и используют для перемещения воздушные подушки. Новый проект призван расширить возможности транспортировки людей и способствовать развитию туризма в регионе. Лиана Михайлова, Владивосток. Весна в Якутске не повод сидеть дома. Талое озеро в столице превратилось в настоящий центр активного отдыха. Здесь каждый найдет развлечения по душе, от классического катания на коньках до экстремального картинга. Все испытала на себе моя коллега Дарья Короленкова. В популярном месте отдыха горожан всегда найдутся развлечения на любой вкус. Для любителей классики работает просторный каток под открытым небом. Время работы с 12 дня до 9 вечера. Вход на каток бесплатный. А рядом с катком ледяная горка, где можно прокатиться на ледянках. Для тех, кто предпочитает более экстремальные развлечения, есть прокат мотоснегоходов.
Ну а прекрасные выходные можно провести здесь, на Талом озере, не только катаясь на коньках и горках, но и на таких вот карт-машинах. Можно как и взрослым, так и детям. Картинг набирает популярность среди юных якутян. Для некоторых это первый опыт управления транспортным средством, а кто-то уже уверенно чувствует себя за рулем карта и демонстрирует мастерство вождения. Почему тебе нравится кататься? Потому что люблю дрифтить. Как вот прокатилась? Мне понравилось кататься. А что именно понравилось? Мне понравилось, как быстро ездим. А это твой первый раз? Да. С папой вот каталась, да? Да. Катаюсь не часто, я раньше занимался профессионально картингом. Поэтому у вас так хорошо дрифтить получается? Ну, это не совсем то, это не совсем дрифт, это больше как кольцо. А, да? А вот с ребенком безопасно? Ну, он же подготовленный, оборудованный, нормально. Не такие большие скорости. Активный отдых на Талом озере – это отличная возможность бодро провести время всей семьей, не выезжая за пределы города. Но возможности для такого отдыха в Якутске не ограничиваются Талым озером. В городе работает 6 катков, а ледовые горки можно найти и в других районах. Например, на 202-м микрорайоне. Весна – идеальное время, чтобы насладиться свежим воздухом, ярким солнцем и получить заряд бодрости. Активный отдых – это залог здоровья, хорошего настроения и отличного самочувствия. Дарья Краленкова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфирах.